Современная Калмыкия. Сегодня ее называют степной жемчужиной. В последние годы она привлекает сотни туристов со всей России и за рубежа. Чем же уникален небольшой по своей численности населения и площади регион? Любой житель республики с уверенностью ответит – это единственная в европейской части России буддийская республика. А еще у нас особенный национальный колорит. Вот только если взглянуть на Элисту глазами того же самого туриста, что мы увидим? Маленький, но уютный городок с необыкновенно красивой, выполненной в восточном колорите архитектурой, буддийские храмы и сооружения, шахматный город, памятники. Поражает и некогда воспетая Пушкиным красота калмыцких девушек. Раскосые глаза, смоль-черные волосы, загадочная улыбка с тех времен покорили ни одного заезжего мужчину. Вот только сегодня редкая степнячка или степняк, угощая путника джамбой, произнесет слова Юряля. Да и не только молодые люди сегодня не говорят на родном. Многие представители старшего поколения, хоть и являются носителями языка, предпочитают общаться со своими детьми исключительно на русском. А ведь некогда калмыцкий язык был языком международного общения. Об этом факте свидетельствуют многие исторические летописи. Летописцы Центральной Азии, тюркоязычные, они откровенно пишут, что все мировые дела решались тогда в Донгарском ханстве. То есть, проще говоря, мы должны помнить одну такую вещь, что Донгарское ханство не было моноэтническим, в нем проживало очень много других национальностей, но все эти национальности связывал один язык. Именно айратский язык, или мы можем сказать сегодня калмыцкий язык. Больше того, переписки того времени в основном использовалось только айратское письмо, ясное письмо, и, естественно, языком дипломатическим, международным в этих отношениях тюркских народов, монгольских и все, конечно, выступал в первую очередь айратский язык. Возродить язык, культуру, обычаи и традиции калмыцкого народа – это одна из задач общественной молодежной организации ТКЛ. В Калмыкии она существует чуть больше года, но уже сегодня многие в республике поддерживают ее деятельность. Идея объединить талантливых людей, заразить их общей целью, пришла обычному 24-летнему парню Виталию Бокову. С Виталием Боковым мы познакомились на одном из мероприятий общественной организации, договорились об интервью. Встретились там, где нет городской суеты, где тихо шумит ковыль и где атмосфера сама располагает к откровенной беседе. Через полчаса нашего разговора Виталий смог заразить меня своей верой в счастливое будущее калмыцкого народа. Мне стало ясно, как ему удалось собрать в одном коллективе столько талантливых людей и почему каждый из ребят твердо уверен, что именно наше поколение должно позаботиться о будущем калмыцкого народа, языка и веры. После окончания Элистинской многопрофильной гимназии Виталий твердо заявил маме: «Хочу поступать в Питер». Решение было окончательным и обсуждению не подлежало. «Я должен получить престижное образование» – это был главный аргумент юноши. Да и мама Валентина Тевкаевна не сопротивлялась. Всегда хотела, чтобы ее сын в будущем сделал хорошую карьеру юриста. Именно эту специальность и выбрал Виталий. Петербург встретил молодого человека гостеприимно. Перед ним распахнул свои двери один из престижных университетов страны – Российский государственный педагогический университет имени Герцена, куда он поступил на отделение гражданского права. Студенческая беззаботная жизнь волновала своей новизной. Новый город, новые друзья, новая, теперь уже совсем взрослая жизнь. Но в таком состоянии Виталий пребывал недолго. Живя за пределами республики, уже ощущаешь то, что ты за пределами родины, у тебя нет ни фамилии, ни имени, ты калмык по национальности, прежде всего. И вот общаясь с другими национальностями, тувинцами, бурятами, монголами, общаясь там с другими народами из Кавказа, там, с различными, начинаешь ощущать, до чего слабо наше нынешнее поколение в плане духовном именно и физическом тоже. Была тяга к родному, к тому, что передали нам наши ауэйджи. Тяга к родной культуре, к родному языку, к родным танцам. И, соответственно, у всех была тяга к тому, чтобы прославить свою родную землю.
Виталий все чаще начинает вспоминать мудрые наставления Эйджи, красивые протяжные песни, которые она любила петь ему в детстве. Особенно в памяти появлялись картинки из юности, когда вся семья собиралась вместе и длинными долгими вечерами под звуки дамбры распевала старинные родовые песни. Вспоминал он и уроки истории родного края, о том, как всегда восхищался калмыцкими воинами, равных которым не было во всем мире, прославлявшими свой народ в любых войнах за Россию и Джунгарское ханство. А еще вспоминали сказания из эпоса «Джангар», подвиги славных богатырей, на примере которых еще в родной Цыганурской средней школе воспитывали в нем национальный дух. Будучи школьником, Виталий не раз побеждал на олимпиадах по калмыцкому языку и литературе, а также был одним из лучших исследователей эпоса «Джангар». Тоска по Калмыкии, по дому, по милой сердцу степи подтолкнула студента к творчеству. Виталий берет в руки ручку, чтобы изложить на бумаге свои мысли о родине. Ну а музыку к словам песни подсказал свободный степной ветер, единственный, с кем молодой человек делится своей грустью. Свою первую песню он так и назовет «Салькын». Это и последующие песни «Бичамде Дуртав», «Шокдун», «Унган Өктун Халимгут» быстро станут популярными среди студентов из Калмыкии. Глаза салькын үләнне, нанта дуғар харседне, нанта күн тхәрседхлә, намагы соң сәби келләф, тендемен үзектен. Төрскін ғазыр минин, Тектен арынды мини шорвадым, Тендіртім халун мендем, халун мендем. Мысли о том, как сплотить студентов-калмыков на петербургской земле, не покидала юношу. Он решает создать студенческий народный фольклорный ансамбль песни и танца. В коллективе собрались студенты из Калмыкии. Кто-то умел играть на дамбре, кто-то немного когда-то танцевал и пел. В нашем ансамбле «Айс» был такой неписанный кодекс, каким должен быть истинный калмык, какая должна быть истинная калмычка, какие бы должны быть между нами отношения. Все было построено на взаимоуважении, любви и сострадании друг к другу. Мы никогда не забывали, что наши Ава и Еджи вместе голодали в Сибири, что у нас одна история, одна культура, один язык родной. И это нас, конечно же, на чужой земле еще больше сплочало, укрепляло дружбу и взаимоуважение. Во время моего руководства он 2 раза занимал первое место на фестивале народных культур, проходившем в Полярной академии. Среди 10 регионов России мы занимали 2 раза первое место. А затем мы с парнями, калмыками, собрались и организовали клуб БК, называется, клуб борьбы. Мы занимаемся там вольной борьбой и национальной. Почему мне пришла идея организовать ансамбль «Айс» и клуб вольной борьбы? Мне не составляло труда их сплотить, потому что они такие же студенты, как и я, выехали за пределы родины, да? Может быть, кто-то впервые ощутил себя калмыком.
И заглядывая внутрь, они ищут вот их духовные поиски, вот ищут духовную опору какую-то. У них просыпается национальное самосознание за пределами Родины. Кстати, ансамбль «Айс» и клуб борьбы Бёке существуют и по сей день. Студенческие годы промчались словно одно мгновение. Виталий устраивается на работу в крупную юридическую компанию Санкт-Петербурга. У него есть все – любимая работа, друзья. Но с каждым днем он все чаще думает о своей малой родине – Калмыкии. Все материальное бренно, гласит учение Будды. Как сложно тебе далось решение уехать, да, бросить работу и вернуться? Как сложно далось, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, сложно, потому что очень много друзей у меня появилось, которые меня любили, уважали, однокурсники, да. Любимая работа, любимый коллектив. Я там работал юристом после окончания университета, юридической компании. Вот. Но когда ты уже задумаешься вообще о природе вещей, вообще о том, кто ты есть, кто твои предки, где твоя родная земля, и вот это тоже, может быть, сказалось то, что я смотрю на мир глазами Будды, то есть для меня все материальное, да, погоня за материальным — это все бренное. Я вообще за то, чтобы вот каждый, я вообще мечтаю, чтобы и мои дети, и моя семья, они жили в гармонии, то есть сохраняли баланс материального, духовного и физического совершенства. Потому что если нарушить этот баланс, то человек не будет счастлив. Когда молодой человек ехал в Калмыкию, он долго размышлял о том, с чего начать, сомневался, получится ли. А вот кто будет стоять у истоков организации, он знал точно. Сегодня этих людей в республике знают многие. Это Феликс Шарваев, Бадма Миняев, Виктор Акчаев, Чагдыр Санджиев, а также Дмитрий Шараев, Сангаджи Джалов, Лиджи Горяев и Адьян Убушаев. Идею общественной организации поддержал Шанджин-лама Калмыкии Телу Тулку Ринпоче. Благословение духовного наставника окрылило. Ребята проводят свои первые мероприятия, выступают с благотворительными концертами в детских домах, школах, выезжают с монахами в селения республики. Там они, после того, как проходит молебен, выступают с концертной программой, причем исполняют песни исключительно на калмыцком языке. Да и диалог со зрителем ведется на родном. Но даже и это не помогло избежать сомнений. Долгие поиски работы в Элисте не увенчались успехом, а в Москве приглашают в крупную фармацевтическую компанию. Виталий соглашается и вновь уезжает. И понеслись мучительные дни вдали от Калмыкии. Красивые кабинеты, скучные переговоры, официальные документы. Через 2 месяца молодой человек скажет себе: «Мое место в Калмыкии». Решение было принято окончательно, и повлиять на него не смогли даже родные. Я была, конечно, поначалу против, потому что у него была работа там, он работал юристом там, и мне хотелось, чтобы он все-таки сделал какую-то карьеру по своей юридической линии. Но он приехал, и вот тут все начал развивать вот эту организацию. Я вот поражаюсь его идеям, его вообще вот иногда я даже учусь
у своего сына мудрости. Вообще он всегда нас ругает дома, почему на калмыцком не разговариваете. Сестер моих ругает, детей учите калмыцкому. Он вообще хочет донести до сознания, особенно молодых людей, что все-таки менталитет и наша нация, наш язык уникален, конечно. Уникален, и все это ему так дорого, и он очень восхищается. Я ему всегда говорю: сына, у тебя, если помыслы твои чистые и мудры, ты ничего не бойся, у тебя все получится. За год с небольшим об ИТКЛ молодежно-общественной организации узнали во всех уголках Степной Республики. На свои концерты ребята собирают полные залы. Молодых, задорных мальчишек, свободно владеющих родным языком, очень быстро полюбили в народе. Мелодичная, иногда и задорная калмыцкая песня в исполнении ткыловцев согрела души стариков и растопила сердца молодежи. О таком успехе мечтает любой артист. Но ребята к популярности и славе не стремятся. У них немного другая цель. Исполняя калмыцкие народные песни «Шавашмут», играя на дамбре, они прежде всего желают показать красоту калмыцкой культуры, рассказать о великом наследии предков, которое передавалось нам из поколения в поколение. Sarmada mengine bilisegine bilisegine sare sarose har bilikle bilikle sarengene sarla bilikle bilikle sahne büyükne bendere de balala sana gar takhna balala balala khagda nagina balala balala nagina gelkache isko gida gelkache nagina gelkache isko gida gelkache avadre gelkache samasın bişere gelkache 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 iska bişere gelkache hançi orada jara hançi orada Çinoldu, sadece hakkı dağıldı. Hırsızlar! Singina mengine, bilisegine, bilisegine, Karavla mentere de beklile, belikile. Karavla mentere de beklile, belikile. Ergine gükkine, mentere de balıkala. Acıla soğanalla, balıkala, balıkala. Ergine genelde balıkala, balıkala. Vatla gide gele kaçe, isko gide gele kaçe. Gide gide gele kaçe, isko gide gele kaçe. Avadre dökkene kana sağse biçe dökkene. Gide gele dökkene kana iske biçe dökkene. Huva çıdarını, hocana çıdarını, sanki çıdarını, sarına tarını, hırsızla. Sarıkalı cemile, sarıkalı gıyakalı, sarıkalı balısla, mendere gıyakalı. Sarıkalı balısla, mendere gıyakalı, mendere gıyakalı. Diyanlı yakalı, diyanlı yakalı, mendere gıyakalı. Onunla gire gele kaçe, isko gire gele kaçe. Onunla gire gele kaçe, isko gire gele kaçe. Havada dökkene ana sağsa biçe dökkene. Gide gele dökkene ana iske biçe dökkene. Kaçın oradı, ucana kaçın oradı. Sega için oradı, kayana kaçın oradı. Hırsızlar! Havada! Ormana yastığa doğa günde bunçiga şarela mentere de belikele. Bunçiga şarela mentere de belikele. Bunçiga şarela mentere de belikele. Korna bula soğanalla, korna bula soğanalla. Korna bula soğanalla, korna bula soğanalla. Mutla gide gele kaçe, isko gide gele kaçe. Mutla gide gele kaçe, isko gide gele kaçe. Havadere de kaçe, sağsı biçe de kaçe. Gide gele de kaçe, iske biçe de kaçe. Oha çinoradı, içine kaçı doğruna. Sega çinoradı, sadece kaçı doğruna. Зачастую концертной площадкой для ребят становится улица в центре города, просторная степь или просто тесное помещение кошары. Иткыловцам не важно, где выступать. Главное донести до людей свою идею. Пришло время вспомнить об утраченном. Так, на простом энтузиазме, ради идеи они готовы ехать в любое глухое село, туда, где их ждут. Ну а самая большая награда для ребят – слезы радости на глазах стариков. Раз, что ехали в духовность, значит, не забывают прошлое, живут настоящим, и то, что значит, они сохраняют те традиции, которые мы не сохранили, они сейчас заново возрождают. Это очень приятно слушать такую музыку, таких ребят молодых. Всего им хорошего, самого доброго, чтобы, в общем, наш калмыцкий язык, калмыцкую культуру, они так процветали и дальше.
чтобы все было у них хорошо, и чтобы молодежь вот за ними шла вперед тоже так. Один из самых удачных молодежных проектов «Бахчединнер». Этнодискотеки проходили в районных центрах республики, в Калмыцком государственном университете и в самом центре города, где под звуки калмыцкой дамбры мог станцевать любой прохожий. Тогда за считанные минуты на площадке перед статуей Будды стало многолюдно. Завораживающие звуки калмыцкой национальной дамбры манили прохожих. Первые нерешительные движения, и вот ноги сами невольно идут в пляс. Ведь мало какой калмык, заслышав наигрыши дамбры, может устоять на месте. Этнодискотеки молодежной общественной организации «ТКЛ» проводят с прошлого лета. С каждым разом популярность мероприятия растет. На импровизированные танцевальные площадки собираются любители калмыцкого национального танца и песни. Здесь не важно, плохо или хорошо ты танцуешь, главное желание и хорошее настроение. И действительно, людей с плохим настроением здесь просто не было. На тавшур, ишкиндык, лукшур, а также чичердык в исполнении молодых людей было особенно приятно смотреть. Ну а песни звучали здесь как собственного сочинения, такие как «Салькин», «Бичамды Дуртав», «Шокдун», так и старинные, протяжные и народные танцевальные. Калмыцкая должна знать калмыцкий язык. Они должны знать и почитать свои традиции, которые нам передали наши дедушки, бабушки. Они 13 лет в Сибири сохраняли эту нашу калмыцкую традицию, наши обычаи, традиции. Поэтому на сегодняшний день мы видим то, что наша молодежь хочет, наша молодежь начинает изучать калмыцкий язык. Сегодня 5 слов, завтра 10 слов. И так уже через каждый месяц, через 2 уже будут говорить какие-то предложения. С нашей помощью, с помощью вас, с помощью наших сверстников, с помощью наших друзей, в нашем кругу, в котором мы общаемся только на калмыцком языке, стараемся по телефону разговаривать. Кто вообще не знает калмыцкий, надо прислушаться к речи стариков наших, потому что учим мы грамматику, но тем не менее некоторые слова говорим неправильно. Их имена сегодня знают, любят их творчество, поддерживают. А они, в свою очередь, готовы работать на простом энтузиазме ради будущего нации. И, похоже, постепенно молодое поколение начинает осознавать, казалось бы, простую, но забытую истину. Народ умирает тогда, когда умирает его язык. Как вам сегодняшнее мероприятие? Какое настроение? Отлично, мне очень нравится. А что вам именно нравится? Все, танцы, песни, музыка, приколы. Это необходимо, потому что калмыцкий язык умирает, скоро вообще исчезнет. Это организация движения мне очень нравится. Я бы хотела узнать, когда будет следующая такая встреча. Большой поклон, то, что они хотя бы занимаются этим, тем более в наше время поколения. И то, что сейчас такое мероприятие, конечно, это для меня. Может, кому-то стыдно танцевать, кому-то, не знаю, может, кто-то не может, допустим. Но для меня это, кажется, отлично вообще. Очень полезное мероприятие, поднимает национальный дух и помогает не забывать традиции, культуру. Очень приятно. Я гость, я первый день в Калмыкии, в Элисте. Мне очень нравится. После одного из своих концертов на священной Ханатинской земле они придут помолиться в небольшой хурул, который был возведен на месте некогда знаменитого на всю Калмыкию и Россию Дунде-Хурула. Они попросят у Будды, чтобы он даровал им силы и укрепил веру в свое благое дело. А потом, уединившись в степи, будут долго обсуждать и анализировать свою работу. Здесь же, у священного Ханатинского озера, ребята расскажут о том, что ими движет. Адьян Убышаев – один из первых, кто поддержал идею Виталия. Они познакомились на первом курсе Российского государственного университета имени Герцена. Ребят объединила любовь к своему народу и музыке. Адьян пишет музыку и аранжировки. Здесь молодому человеку пригодилось образование, которое он получил в Лаганской школе искусств по классу дамбры.
Результатом совместного творчества с Виталием стали такие песни, как «Эльстун Чамагы Угаде». Ну а недавно Адьян написал свою собственную песню «Дангин Саннав». Но все-таки нас объединяет не только дружба и творчество, у нас общая цель и идея, говорит Адьян. А потому предложение друга бросить работу в Москве и вернуться на малую родину принял, не раздумывая. Виталий как бы направил нас всех на это дело. Ну, я его, конечно, в любом случае, я его поддержал. По большому счету, что я хочу сказать, что для меня есть Иткул. Иткул для меня есть, в первую очередь, это мое любимое дело. Мне нравится этим заниматься, просто у меня лежит к этому душа. Я очень рад был тому, что нашел единомышленников своих. Все эти годы, что я был, пока я учился, находился далеко от родной земли, от родины, меня всегда эти мысли посещали, печальные. Но оказывается, не все потеряно. И вот, видя этих ребят, мне хочется двигаться дальше в этом направлении. Возродить язык, традиции, обычаи и культуру наших дедов и прадедов – это главная цель ребят. И движутся они к ней на удивление легко и непринужденно. Во многом, по их словам, это заслуга одного из участников проекта Феликса Шарваева. За это время он стал настоящим народным любимцем. Неуемная энергия, обаяние, а главное – богатейшие знания калмыцкого языка, фольклора, обычаев и традиций 18-летнего юноши не перестают восхищать и удивлять людей. Каждая речь на любом концерте – это не что иное, как экспромт. Köyünde kelluga, nahada kutuluga, sorgula saynar surat, alde yosun gazırtı, halma tağçın yerinde udulat. Eriktin saatin torgu, dörvüt, horundan yılgın ugagar, horundan yinegin yavucu, sen sayakın erilmeyinde, top ürün tolga meyinde, mağına cingir mahla horun. Ümsü kovtsun Prada Dolce Gabbana volce. Haşağın dörün malta volce, garaj dörün ene mark maşeta volce. Gererin dörün split sistem tavilce. Sen sayakın örgülün göskülün, şoragası nikte, şorguluna solun. En kenem gıhla, evren tohumun neren doğdulat. Kövüt horundan, köyüne gazırtı okula, negen yemen tüşüldet. Mağına cingir mahla horun. Köyünde kelluga, nahada kutuluga. İtki okun erliv derlik volce, bəsarın bayın bolce. Köste gazırın degur, kök tengrin daragur. Erülmende, tengir şarkışa uga, ayakı çöçkıyım nuga. Halığız etkir uga, mağına cingir. Mağla horun, erülmende yokuga. Sen sakın, iyece avı sakısın deresi. Mana halımı tanışın gazır, keze çıkın. Bombin orundadlı bolce, dürkçü dürkülcü yokuga. Derisi on deti burkut. Madnege bakçuduga, xərliler səcolqa. Феликс родился и вырос в Элисте, а вот знания и любовь к родному языку привили ему в семье. Когда мальчику было всего 2 года, его родители переехали из поселка Туктун Кичнеровского района в Элисту. Здесь он рос и учился. От своих сверстников отличался лишь тем, что свободно владел калмыцкой речью и всегда переживал, что большинство друзей и знакомых не могут поддержать с ним беседу на родном языке. На сегодняшний день, конечно, у нас очень печальная картина, то, что мы не разговариваем по-калмыцки, но я думаю, что если есть такие как бы молодые люди, потом вот, например, завтра уже будут думать, каждый молодой человек будет думать, почему они разговаривают, а мы не разговариваем. Мы одинаковы, мы все едины должны быть, калмыки. Поэтому каждый должен стараться. С помощью поддержки других, с помощью как бы отзывов, даже молодого поколения и старшего поколения, как бы тогда мы сможем возродить и мы сможем заново поднять наш калмыцкий язык. На сегодняшний день очень тяжело, конечно, нам 10 как бы заниматься этим, но тем не менее мы стараемся и хотим, чтобы на завтрашний день у нас что-то осталось от нашего калмыцкого народа. Я вступил как бы в организацию, как бы даже это грубо сказать, что вступил. Мы просто собрались. Вот. Молодые люди, которым не безразлична судьба нашего народа. Мы просто собрались, мы познакомились. Например, с Виталием, с Адьяном я не был знаком. Познакомился с ними уже как бы по приезду их в Элисту. Мне стало очень интересно. Общие идеи. И вот на сегодняшний день вот мы есть.
Мы стараемся, будем возрождать, будем пропагандировать наш калмыцкий язык, чтобы каждый молодой человек умел танцевать, мог бороться, национальные виды спорта применял. Как бы, чтобы не было стыдно, что мы действительно халимгут. Gidege dala düren deldilersen Basay zamba töven düren deldilersen Şekereli henere dunda Şili tazandan golana dege dunda Yörega şartoneri tadalan sutu halında А вот удивительный по своему звучанию тембр голоса Дмитрия Шараева хорошо знаком многим. Он пришел в ИТКЛ уже состоявшимся артистом. Солист ансамбля «Лотос» – один из самых молодых исполнителей сказаний эпоса «Джангар» и калмыцкого фольклора. Это сейчас Дмитрий профессиональный музыкант, ну а способности в 10-летнем мальчике разглядела его первый учитель Баин Манджиевна. Тогда он и взял впервые в руки дамбру, а затем, слушая старые пластинки с исполнением джангра, самостоятельно учился горловому пению и запоминал слова калмыцкого эпоса. Сегодня, несмотря на загруженный график на основной работе, Дмитрий с удовольствием совмещает ее с деятельностью в организации. Есть такое изречение нашего Далай-ламы. Халимгар бичсин, ол нәмтін тусқла, алдырнерін бол. Қансығын бейік татқла, мунерін бол. Это как у меня просто, помимо вот моей основной работы, да, вот я работаю в ансамбле «Лотос», и так тоже, да, вот бывает командировки, гастроли. Мне тоже не безразличен родной язык. И я думаю, что каждое последующее поколение должно быть вообще как-то настроено по таким девизам. Кто, если не я, кто, если не мы. Просто все говорят, что вот надо как-то возрождать все. Сколько много вот этих было заседаний всяких научных, сколько вот этих методик, да, научных издали вроде бы, да, наши вот эти институты. А нету вот этой плодотворности. Я думаю, если вот ребята вот такие, да, вот как вот сейчас действительно организация ИТКЛ является на сегодняшний день, я думаю, с такой инициативой будет каждый уже стремиться, в грудь будет бить и говорить, что вот я могу говорить на родном языке. И вот мне приятно просто совмещать как-то, я вот по мере своей возможности стараюсь участвовать во всех празднествах, концертах, которые запланированы на организации ИТКЛ. Вот Лиджи Горяев называет ИТКЛ своей второй семьей, и здесь он не только реализует свой творческий потенциал, но и реально чувствует себя полезным малой родине.
Выпускник вокального отделения музыкального училища искусств по собственной инициативе стал работать с ребятами. Говорит, что мысли о бедственном состоянии родного языка в республике уже давно мучили душу. Именно поэтому, получив музыкальное образование, поступил в Калмыцкий государственный университет на факультет калмыцкой филологии. И сегодня дело каждого из нас внести свой вклад в возрождение языка. Когда я познакомился с парнями, Виталий, Кадьян, Феликс и Диму знал я раньше. Но нас объединила одна идея, такая вот хорошая, очень доброе, важное дело мы делаем. Вообще, Иткель вторая семья моя, можно так сказать. Ради народа это все делается. Иткель дело каждого калмыка. Всегда говорите на калмыцком языке, учите своих детей, младших, внуков, уважайте старших. У каждого из этих ребят свой путь к Иткыл, к вере в счастливое будущее калмыцкого народа, его культуры и возрождения языка. И все эти молодые судьбы, словно тонкие нити, переплетаются в одну крепкую веревку, разорвать которую уже вряд ли кому под силу. Ансамбль – только лишь часть большого проекта. Сегодня мы приступаем к реализации следующего этапа, рассказывает руководитель организации Виталий Боков. Я привлекаю сейчас больше людей для формирования таких отделов, как информационно-аналитический, самый важный, мозговой центр, для того, чтобы вести информационную работу с населением. Мы будем пропагандировать новую идею национальную, именно калмыцкую, да, как нам поднять свою республику. Мы будем пропагандировать идеалы нравственности, именно каким должен быть на современный калмык, какой должна быть современная калмычка. Затем мы формируем отделы, спортивный отдел. Я привлекаю борцов, боксеров, всех спортсменов, которым не безразлична судьба нашего спорта. Затем будет существовать проект Иткель Project. Он будет заниматься написанием и аранжировкой, заниматься новыми песнями в современном стиле, на калмыцком языке, в стиле R&B, в стиле хип-хоп, в стиле рэп, в стиле рок, допустим. Это нужно для того, чтобы привлечь внимание молодежи. Мы должны шагать в ногу со временем, потому что другие национальные республики, у них очень хорошо развита современная музыка на родном языке. Иткель Project будет также заниматься написанием музыкальных клипов, различных обучающих видео, как нужно молиться, допустим, как основу буддизма объясняющий, наши традиции объясняющие подробно. Вот так несколько молодых людей, не безразличных к судьбе калмыцкого народа, объединенные общей идеей и целью, пытаются возродить язык, традиции, обычаи, культуры наших дедов и прадедов. Они стараются донести до каждого, кто считает себя калмыком, свою боль за народ, который, как это ни печально, теряет свои корни. И пусть сегодня пока рано говорить о возрождении, но ребята уверены, что наступит день, когда в школах, на улицах города, в быту будет звучать только родная речь, танцевать будут только калмыцкие танцы.